Иду проверить солонец. Тулан лает. Я думаю, этот лось. Очень похоже, что на лося он лает. И долго, между прочим, пока шел я сюда. Крутик такой. Здесь у меня старый солонец тоже. Замолчал. Вот солонец, ребят. Собака чуть дальше лает. Надеюсь, не медведь. Далеко уже. Вот солонец. Совсем рядом уже они. Ребят, даже топора нету с собой. А вдруг медведи? Дурной, блядь, не взял топор даже, ну. Походу лось, ребят. Вот тут лежанка. Не вижу, а собаку вижу слева, если что, наверное. Не вижу. В упор уже. А вон лось стоит. Увидел. Один. Вон. 30 метров от меня. Все, погнали. Остановился. Вон. Вон стоит. Самец вроде. Трясет. В кусты зашел. Я его вижу. Конечно, камера не передаст. Молодец, Туан. Один самец. Сейчас рванет, бежит. Вон он. А, две штуки. Двое. Или один, этот коряга. Один. Идет все. Короче, идет. Быстро как перемещается. Может, меня учуял.
Да, рванул, он убежал. Наверное, меня учуял. Далеко уже. 30 метров от меня был. Мне интересно было. Честно, блин, как-то не по себе было мне, когда подходил. Даже топора нету с собой. Работает хорошо по лощу. Это не первый лощ у него. Крупный был один. Вот тут, смотрите. Стояли они, видать. Потом переместились вон туда. А там уже хуже, я его видел. Ну нахуй. Зверь есть зверь. Один раз меня так шуганул лось. Тоже, блин. Самка, между прочим, на гону. Прет на мой этот шум из-под ног. Я вот иду. Тоже только топор, даже ружья нету. И как начал он идти на меня. Она-то есть. Но сейчас этот убежал. Он замолк. Долго лаял. Молодец, нашел. Ну вот солонец. Может здесь он тоже. В принципе следы какие-то есть. Но не такие свежие. Я забросил уже этот солонец добротный, большой делал. И здесь тоже соль много было, сложил. А сейчас уже не добавляю. Перестал. Из осины сделал. Уф, надо успокоиться чуть-чуть. Собаку подождать. Ну вот, в этом году, получается, одного медведя я уже видел. Быстро. Когда на машине ехал, дорогу перешел. Сейчас лося. Но лось вообще шикарно так стоял. Если бы на охоте, там силуэт, все хорошо видно, 30 метров от меня. Фух. Здорово. Когда вот так идешь, кого-то видишь. Может, еще к второму солонцу схожу. Тут уже не так далеко. Где-то с километр, наверное. И обратно пойду. По пути собираю чагу. Рюкзак там оставил, топор. Налегке, думаю, дойду сюда. Недалеко лает. А потом иду и думаю, бля, а почему я топор не взял с собой? Реально, а вдруг медведь накинется на тебя? И я иду так, присматриваю на дерево, куда залезть там. А куда и залезешь? Там и сердце лопнет у тебя еще. Это не в трусости дело, это безопасность, это самосохранение. Не надо себя показывать смелым. Я мог бы все по-другому озвучить, все по-другому показать. Но я хочу показать, какой я есть. Реальность. Не хочу только показывать хорошие кадры, идеалы такие. Нет. Я показываю такой, как есть. Пускай немножко мне боязно в лесу. Пускай, но я зато без обмана все показываю. Да, убежал лось. Он меня почувствовал. Ну, немножко заправлялся. Запах бензина от меня. Ветер, в принципе, даже слева шел. Тулан молодец. Не оставил, долго держал. Сейчас придет. Примерно час держит, потом все отходит. Час. Не надо там полдня там держать толку. И искать не надо за 5 километров. Собака должна ходить максимум 300 метров хотя бы.
полкилометра, но не, блядь, 5 километров. Ждать, сидеть потом его. Вот так. Ладно, пойдем дальше. Может, что-то интереснее еще будет. Хочется, конечно, такие кадры осенью вам показать, но не получается. Да и весной, вот сколько хожу весной, первый раз удалось встретить именно весной. Но зато увидел я его, поздоровался. 7 часов вечера, солнце уже садится за горизонт. Тулан отдыхает, молодец. Молодец, Тулан. Бывает и приходится злиться на него. Но бывает он меня так радует. Отдыхай. Накормил его. Сытый, довольный. Сам тоже сейчас. Чайник поставил. Буду греть суп. Вечер вообще обалденный сегодня. Получается, сегодня мы уже третий день в лесу. Вторую ночь будем, если не путаю. 22, 23, сегодня 24, наверное. Да, завтра 25 я выезжаю. Хотел 26 выехать, но я свою работу закончил. Тут больше делать нечего. Сегодня практически ничего не снимал. Да и снимать нечего было. Вот. Вечер сегодня теплый. Вчера такой дубак был. Сегодня вот видно, как дым прям идет вертикально. И намного теплее. Уже комары появляются. Через пару дней обещают плюс 20. И комары очень много. Просто очень много будет. Подогрею суп. Поужинаю. Аппетита вообще нету. Не хочется. Может, на завтра еще останется. Вот так. В принципе, вовремя я приехал сюда. Так получилось, что, во-первых, много воды, во-вторых, нету комаров. Бывает, я приезжаю в июне, как, скажем, после посадки картошки. Обычно я сюда приезжал. И тогда уже очень много комаров. Комары это не очень приятно, если честно. Да, в этом сезоне, конечно, мало работы у меня было. Совсем мало. Но все равно целый день сегодня был занят своими делами, которые я не снимал ничего. В Солонцу ходил. Соль не стал добавлять вообще. Надоели эти солонцы. Раньше всю зиму как-то хотелось, вот, надо солонец сделать, а сейчас нет. Шея заклинила опять, блин. Вот так немножко голову держу и все, капец. Хреново дело. Хорошо возле костра. Класс. Люблю запах дыма особенно. Просто обожаю. Пение птиц вот это.
Да, сегодня заметно теплее. Резко меняется, завтра на ночь вообще жара будет. Ну, выеду, наверное, где-то после обеда, может. Рано вставать не стану, пока не надоест, я буду спать. Потом уже выеду и поедем. Вон он. Увидел хоть. До поздней ночи эти вальшнепы летают. Несколько штук их тут. Интересно, в фотоловушку что-то попало или нет. Бобры-то точно попали. Но там еще медведь есть. Да и сегодняшний лось, я думаю, перейдет речку, может. Они как опасность чувствуют, переходят речку. Но вроде не от меня он дернулся. Может и учуял. Но галопом не побежал. Да. Ладно, ребят. И сказать-то нечего больше сегодня. В общем, день прошел и прошел. Я сейчас еще печку надо дрова заготовить, там пару поленниц, полена, короче. Ну, 3 полена я вот на ночь хватает, вот тепло держит. А если без печки, там печка погаснет, все равно у меня все открыто и из-под поля холод идет. Холодно потом будет ночью спать. Так что сейчас с этим займусь. И все. Будем отдыхать. Давайте, до завтра. Завтра встретимся. И уже поедем домой. Отличный поход, ребят, получился у меня. И думаю, осенью будет намного интереснее, конечно. Приедем осенью. Летом не обещаю, но посмотрим. Посмотрим, что будет, там увидите, посмотрите. Видео буду снимать дальше. Что ждите походы еще со второй избой. Вот. Ладно, давайте до завтра. Некогда сидеть. Время 9 часов 15 минут. На улице, ребят, 20 градусов плюс. Вот это я сегодня поспал. До 9 часов. Обычно 5 часов встаю. Тулан уже ждет, не дождется, когда я его отпущу. Сегодня воздух уже совсем другой. Да, Тулан, сейчас отпущу я тебя. Чувствуется, потеплело. Да, сейчас отпущу. Красота. Сейчас листва, наверное, выйдет. Полностью раскроется. Помыться надо. Завтра приготовить. Вчера, ребят, я суп даже не съел. Съел я банку, открыл вот этого салата, что я показывал. Из сладкого перца с кабачков. Вот это пол-литровую банку съел. И все, я доволен был. Сытый, пьяный, лег спать. Где-то в 10 часов, наверное, лег. Фильм смотрел там. 1,5 фильма. Один фильм закончил, и второй еще полностью посмотрел. Про казино какое-то. Вот. Крупье или что там называется. Придется, наверное, укол ставить. Шея вообще капец. Вчера поленился, не поставил. Думал,
этот посплю, там полегчает, да ни хрена. Сейчас спина окаменела. Хреновое дело. Мне еще надо долгий путь ехать домой. Позавтракаю и поставлю укол. Такова жизнь. Ух. Погода, конечно. Вот это уже начинается лето. Чувствуется уже. Вот это все открою чуть позже. А сейчас надо просыпаться. А мне спешить некуда. Жарил яйцо. Вон он. 5 яиц. Суп так и не съел. Это получается позавчера я варил, потом ужинал. Целый день вчера вообще к этому супу не дотрагивался. Аппетита вообще вчера не было. Сегодня вот пожарил. Хорошо, что у меня салат был. И в будущем такие салаты я буду с собой брать. Да вообще, лето, весна. Надо с собой брать, знаете, вот какие-то ну вот эти консервы. Салаты, вот это полуфабрикаты, которые за 2 минуты, чтобы приготовить. Вот это яйцо пожарить, там буквально 2 минуты и уже все. Ты завтрак приготовил или на ужин можно приготовить. А вот эта варка и
под суп. Сварил ты кастрюлю, да? И вот на улице какая сегодня жара. Ты сразу не съел, и хрен пойми, может там муха там прилетит, которая может там напакостить. И салат открыл, съел, и все, довольный, сытый. Яйцо пожарил, быстренько съел. Тоже нормально. Но яйцо тоже в жару хранить. Ну, нормально. А суп Тулану отдам. Вот и все. Никуда сегодня уже я не пошел. Хватит. Тут все уже я убрал. В чистоте порядка все оставляем. Все здорово. Спасибо, изба. Было тепло. Местами жарко. Осенью, если не забуду, сюда привезу стекловату. Вот. Чтоб сесть тут заделать. Что-то я не подумал насчет жести как-то заклепочником, чтобы отремонтировать. Ну, так получилось. Спички оставляем. Тут еще вторую коробку ставлю. Мыло не буду убирать. Надеюсь, мыши не съедят полностью. Ну, в остальном все. Чайник, котелок все оставил. Здесь немножко провизии тоже оставил. Ладно, надо идти, ехать. Тулан вон там меня ждет уже. Дверь полностью я никогда не закрываю. Немножко приоткрытым оставим. Вот так. Постоянно так. Пусть изба дышит. Не надо закрывать полностью. Тут тоже закрыл. В принципе, там на чердаке все нормально вроде как. Вот. Вперед, план. У меня только из вещей только шапка осталась. Все уже я на лодке перевез. Становится облачно. Ну и дело идет к дождю. Ветер стих как-то. Баню тоже на лето вот так оставил открытым. Пусть тоже дышит. Меньше будет гнить. Ну и избушка тоже под бревнами внизу. Все у меня в круговую открыто. Сам понимаете, какая ситуация у меня здесь. Вот здесь, видите, как большое отверстие. Вот. Ну, все здорово. Класс. Что я заметил, не знаю почему, но, ребят, в этом году полным ходом чернеет листва брусники. Полным ходом. Все. От чего, как, почему, не понимаю. Все погибает, чернеет. Не очень хорошая картина, конечно. Чернота идет полным ходом. Вот. Листва у брусники чернеет. Чернеет и все. Ладно. Сейчас уже 4 час. Надо плыть. Местами буду включаться. Где что, какие изменения будет. Заторы, завалы. Запоры эти, блин. Ладно, давай, изба. До новых встреч. Приедем ближе к осенью. Думаю, будет интересно. Будем надеяться, что будет много птиц, боровые птицы. Очень надеюсь, будет хорошая охота осенью. А весенний поход
На второй избе я вам показал снова. Приезжали. Ну, нормально отдохнули. Все, давай изба. Самое главное, чтобы засухи слишком не было. Вот пожароопасность тоже. Вперед, ну, ладно. Всякое может быть. Класс. Пока. Осень уже не за горами. Июнь, июль, август уже на уток охоту откроют. В сентябре уже можно сюда организовать поход. Охота на рябчика, как и в прошлом году. В прошлом году я осенью тоже вам показывал, как я приходил пешком сюда. Было жарко. Но я сразу понял, что уже прогноз увидел в сентябре. Боровой птицы вообще не было. Так что что-то непонятное с природой. И это вот, что листва у брусники чернее, что-то тоже мне не очень нравится. Комаров вообще нету. Звук природы. Кукушка. Тайга хорошая тут. Ельник. Вчера тут прошелся бензопилой, прочистил тропинку до реки. Кукует. Замолчал. Дед у меня всегда спрашивал у кукушки, сколько, говорит, прожить мне осталось там. Я никогда не спрашиваю. В принципе, он сосчитал так и приблизительно, примерно он такая стыковочка получилась. Вот сушина хорошая. Свалится потом на буране недалеко до избы. Можно перетаскать. Смотрите, сколько валежников. Везде кругом. Везде дрова лежат. Вот, пожалуйста. Вот это береза, и на ночную растопку самое то. Он сырой, тлеет, но не гаснет. Горит хорошо. На углях. Так и хочется болтать. Но не стараюсь как бы перерассказывать. Но иногда бывает получается, конечно, но когда уже нечего показывать, рассказывать, бывает, там я сам понимаю, что это я уже рассказывал. Стараюсь останавливаться и не люблю. Вот есть люди, которые, знаете, вот одно и то же. Вот начнешь разговаривать, беседовать. Неделю назад, что он говорил, опять по-новому. И уже, наверное, он стольким рассказал одну и ту же историю, что уже сам не помнит, что тебе он тоже эту историю рассказывал. Вот. Ладно, иду. Хорошо налегке идти.